зимой они сидят таким клубом, шарик, да? Когда температура падает, если в это время открыть, то они обычно сидят вот спереди, там внизу. На зиму так и уходят посередине, там внизу. Это вот правильный вариант. Ну, бывает, что с краю там садятся, это уже неправильно. Всю зиму они двигаются снизу вверх, вот по диагонали. Когда контролируешь, ну, я в январе, в декабре перед Новым годом открываю и смотрю, если вот этот клуб достиг верхней планки или вот задней стенки, значит все, уже корма нет, надо уже подкармливать. Они ведь всю зиму питаются, испражнений нет, в туалет не ходят, они только весной. С января у нас еще до конца марта 3 месяца, им нужно сидеть 3 месяца. У них это все накапливается в кишечнике, и это им трудно. И эту проблему должен решать пчеловод. Для этого нужно правильно сформировать семью. Ну, вот эта вот рамка, ее мы будем убирать. Когда семья становится, их пчел очень много, и уже некуда расширять, они начинают роиться. Вот такую семью вот при роевом состоянии нужно делить. Некоторые отводки хорошо развиваются, даже дали товарный мед, а некоторые не очень. Пчелиная семья, она самоорганизующаяся, саморегулирующаяся система. Хотя говорят, что семья там зависит от матки, но на самом деле там и матка зависит от семьи. Какая матка, такая и семья, и какая семья, такая и матка. В Якутии у нас сейчас основалось сообщество пчеловодов. У нас это человек за 100, ну, из них человек 70, примерно 70 имеют пчел. Пчеловоды у нас есть даже в Верхоянском улусе. Сейчас у нас уже на государственном уровне, ну, на уровне министерства вот это вот движение начинается. Будут созданы базовые хозяйства, ресурсные центры. Так, это нас радует. Так, и мы уверены, что пчеловодство займет свое достойное место в сельском хозяйстве Якутии.